Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске отменено условно-досрочное освобождение бывшего директора Кангаласской средней школы Алексея Юрченко, по вине которого в результате ДТП погибло 2 человека. Напомним, в августе 2016 года он пьяным сел за руль своего «Мерседеса». На большой скорости машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомашину Toyota Чайзер. Находившиеся в ней пассажир и водитель погибли. Юрченко было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Однако после апелляционного обжалования приговора срок наказания был уменьшен до 3 лет 11 месяцев. 21-летняя жительница Якутска обманула мужчину, который хотел арендовать жилье. Она сама жила в съемной квартире. Но перед тем, как съехать, распространила объявление, где предлагала жилье за 25 тысяч рублей. Получив деньги, перестала отвечать на звонки. Средства потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Житель Мирного, желая купить игровую приставку Sony PlayStation, попался на удочку мошенников. Он увидел выгодное предложение в одном из интернет-сайтов и связался с администратором. Условием стала предоплата, и пострадавший перевел более 20 тысяч рублей. Он так и не дождался заказа, и все попытки связаться с администратором не увенчались успехом. Поняв, что попал на уловки мошенников, мужчина обратился в полицию. В столице республики 53-летний житель вызвал такси, которое потом попало в ДТП. Таксист наехал на теплотрассу и покинул место. У 24-летнего водителя Toyota Crown не было не только разрешения на пассажирские перевозки, но и водительского удостоверения. Пассажир получил травму головы. Еще одно ДТП произошло в Алдане. Водитель Toyota Probox не заметила грузовик, ехавший впереди. Печальных последствий удалось избежать благодаря ремням безопасности и детскому автокреслу. Пострадала сама водитель и ее 9-летняя дочь. В Алданский суд направлено дело мужчины, который в течение 2 лет насиловал свою малолетнюю падчерицу. В 2015 году отчим впервые притронулся к дочери. Тогда ей исполнилось только 13 лет. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, выдвинул версию об оговоре потерпевшей ввиду влияния на нее матери, с которой сложились конфликтные отношения. Несмотря на это, а также на давность произошедшего преступления, следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих его в совершении преступлений. Собранными следователем материалами версия обвиняемого полностью опровергнута. В отношении потерпевшей организован комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий полученных травм. На месте разлива нефти в грузовом порту Якутска продолжаются очистительные работы. Их проводит судоходная компания «Якутск». Силами плавучего крана осуществляется подъем загрязненной почвы прилегающей территории. Вырублен загрязненный кустарник. Росприроднадзор сегодня взял пробы воды для анализа. Очистительные мероприятия должны вестись вплоть до нормы для нормальной работы рыбохозяйственных субъектов. Задействовано примерно где-то около 5 человек судоходной компании «Якутск» и привлечена сторонняя помощь в количестве 7-8 человек. А техники работает 2 погрузчика, эскаватор, кран. Ну и все, что загрязнено и вытащено на берег, оно утилизируется силами судоходной компании «Якутск». Возобновление пассажирских рейсов по маршруту Маган-Амга-Маган полярными авиалиниями намечается на 15 июня. Представители авиакомпании осмотрели посадочную площадку в селе Чапчилган. Напомним, что рейсы должны были начаться с 11 мая, но вследствие затопления территории площадки на период весеннего паводка были отменены до его полного восстановления. Сейчас же представители авиалинии отметили, что площадка находится в хорошем состоянии, установлены знаки и ветроуказатель. Регулярные пассажирские рейсы по направлению Маган-Амга-Маган будут возобновлены после подписания акта приемки посадочной площадки. Стоимость одного направления на самолете Ан-2 будет составлять 3500 рублей. Время полета 1 час 15 минут. Детям в возрасте до 2 лет проезд бесплатный. Норма бесплатного провоза груза 10 килограмм. Площадка в очень хорошем состоянии. Поле ровное, знаки соответствуют, ветроуказатель есть. Спасибо большой администрации за взаимопонимание. И думаю, что и дальше будем работать в этом направлении. Понедельник, пятница, а так вообще мы работаем по загрузке. Чем больше будет предложений у нас, мы готовы работать. С приходом лета многие якутяне пересели на велосипеды, но, к сожалению, на данный сезон ознаменуются частыми кражами.
Так в столичную полицию обратилась 34-летняя женщина. По ее словам, неизвестный спилил замок, похитил ее велосипед, оставленный во дворе дома. Ущерб составил 6 тысяч рублей. Проводится проверка. Уважаемые якутяне, при оставлении велосипеда лучше выбирать места для парковки в зоне обзора камер видеонаблюдения. А в случае кражи особые приметы велосипеда и идентификационный номер на раме помогут найти и вернуть похищенное. В основном кражи совершаются на лестничных площадках у подъездов домов. Кроме этого, злоумышленники похищают велосипеды, оставленные у торговых центров и в других общественных местах. Укусы клещей в Якутии перестали быть редкостью. Только в Алданском районе с начала этого года зарегистрировано 20 случаев. Единственной мерой защиты является прививка. Ее нужно ставить весной. На что остается уповать тем, кто вовремя не позаботился о профилактике, узнала Татьяна Вахнина. Поезд ушел, говорит фельдшер прививочного кабинета городской поликлиники, имея в виду, что прививки от энцефалитного клеща ставить уже поздно. Оптимальная пора для проведения вакцинации – весна, поскольку иммунитет вырабатывается через несколько недель. Вакцинация состоит из 2 прививочек. Первая делается в определенный период. Вообще желательно поставить осенью или ранней весной. Вторая делается вакцина через месяц. Это крайний срок. До 7 месяцев допускается. И ревакцинация через год. В этом году 2 вакцины получили 102 человека и ревакцинации 115 человек. В прошлом году с укусами клещей в больницу обратились 75 человек. Все они получили экстренную профилактику. В 2 случаях был выявлен вирус энцефалита. Укусы клещей в Алданском районе регистрируются ежегодно, и 2018 исключением не стал. Действительно, на сегодняшний день у нас зафиксировано 20 укусов клещей. Они регистрируются по всему району. То есть это и Томот, и Алдан, и Куранах, и Ленинский. В том числе укушено 2 детей. Снятые клещи направляются на исследование. В этом году вирус энцефалита выявлен не был. Чтобы минимизировать риск несчастных случаев на природе, эпидемиологи рекомендуют главам поселений дезинфицировать зоны отдыха. В лесном массиве на главной горе Алдана, где будет проходить празднование Исаах-Аланхо, обработка произведена. Обработаны все летние лагеря, соответственно, территория летних лагерей. И хотелось бы, чтобы главы обработали места массового скопления людей, отдыха, но на сегодняшний день пока они не обработаны. Летний отдых на природе может иметь фатальные последствия. Укус зараженного вирусом клеща приводит к глубокой инвалидности или к гибели. Помимо вируса энцефалита, кровососущие могут переносить бактерии боррелиоза, известного как болезнь Лайма. В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться в больницу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом пока все. Берегите себя.